В скором времени крупное по своим меркам сооружение будет соединять эти два берега. Через реку Сунжа автомобилисты смогут переправляться по новому мосту, ширина которого будет составлять 14 метров. Рабочие пригнали всю необходимую спецтехнику. Строители приступили к демонтажу старого моста. Работа здесь выше крыши, но конечный результат того стоит. Пролетные строения полностью демонтированы, перильные ограждения, асфальтобетонное покрытие моста уже демонтированы. Остались опоры моста. Одну опору уже демонтировали методом гидромолотами. Вот остались остальные. В основном ее все демонтировали. Как давно начали работу? Работы начаты, в декабре начаты они, эти работы. Основной целью данной реконструкции мостового перехода является доведение до нормативных параметров безопасности проезда транспортных средств и прохода пешеходов. Необходимость реконструкции стала очевидна после обследования моста. Построенное не один десяток лет назад, сооружение признано аварийным. Мост в аварийном состоянии. Уже в некоторых местах трещины были. Вот при разборке это было видно, когда демонтировали. Стойки не так, вот сами балки пролетные, тавровые, вот они были уже в некоторых местах уже сдвиги пошли. Кроме того, что мост после реконструкции станет длиннее и шире на несколько метров, будет соответствовать всем требованиям безопасности. Занимается строительными работами подрядная организация «Дорога». Новый мост, он обещает быть пошире. Был 9-метровый, станет он 14,75 по внешней кромке перил. Там рассчитаны две проезжие части по 3,75, это 7,5 метров проезжая часть будет, 2 метра охранная зона, как бы зона безопасности, и по метру 2 тротуара. Предусмотрены металлические барьерные ограждения для безопасности пешеходов. Ну и дорожная разметка, асфальтобетонные покрытия и дорожная разметка. Сейчас движение по мосту перекрыто. Строители работают по нескольким фронтам. Одни управляются с тяжелой спецтехникой, вторые занимаются армированием свай, третьи подготавливают основания. После ввода в эксплуатацию объекта все былые неудобства канут в лету. Реконструкция моста ведется в рамках программы «Безопасные, качественные дороги». Завершить строительные работы здесь планируют летом текущего года. Кроме того, в 2023 году запланировано строительство еще одного моста через реку Сунжа. На этот раз уже в Карабулаке. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.